За голову Тайми Биболта была обещана баснословная сумма наместником императора на Кавказе Алексеем Ермоловым. Когда это дошло до Тайми Биболта, он закрыл свое лицо и пошел к дому наместника. Дойдя до дома, он попросил стоящего у ворот солдата, чтобы тот передал, что у него есть послание от Тайми Биболта Ермолову. После того, как солдат представил его перед Ермоловым, он спросил: «Это правда, что ты за Тайми Биболта обещал деньги?» «Да, правда», — ответил Ермолов. «Мне не нужны твои деньги», — начал отвечать Тайми Биболт. «Но я воплощу твой замысел в реальность, если ты отпустишь всех людей на волю, которых заключил из-за Тайми Биболта». Ермолов дал слово, что отпустит, но не поверил горцу, чье лицо было закрыто. «А ты можешь дать мне слово?» — спросил Ермолов. Тогда Биболт открыл свое лицо и сказал: «Вот он я, Тайми Биболт, и я полностью в твоих руках». Ошарашенный Ермолов, не поверив своим глазам, подозвал Паскевича, и тот подтвердил, что это Тайми Биболт. «Будем друзьями», — протянул руку Ермолов. «Нет, не будем мы с тобой друзьями», — начал отвечать Биболт. «Ты не сойдешь со своей стези, а я не оставлю свой путь, пока мой народ не освободится». После этого Ермолов освободил всех заключенных, пойманных из-за Тайми Биболта, а самого Биболта взял под стражу, чтобы отправить в Москву на аудиенцию императору. Но узнавшие об этом нохчи взяли штурмом крепость и освободили Биболта, и после этого его называли «Смелый Биболт».